Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня в рубрике «Гость за рулем» Евгений Баранов, политический обозреватель Первого российского телеканала. Евгений, спасибо, что вы согласились участвовать в нашей передаче. Мы посмотрим на наши автомобильные движения по дорогам Абхазии вашими глазами, москвича. Хотя вы и наш соотечественник уже, то есть вы и гражданин Абхазии. Мы с Евгением знакомы с 1993 года, со времен войны народа Абхазии. Он периодически приезжает. Все события, по-моему, которые происходили в Абхазии, Евгений был свидетелем. Да, действительно, с марта месяца 1993 года, можно сказать, я здесь. Все сколько-то важное, что происходило в истории независимости республики, любимой республики Абхазии, все происходило на моих глазах. Поэтому, в общем, а с недавнего времени я просто не столько гость, сколько соотечественник, сухумчанин. Живу здесь совсем неподалеку. Поначалу вы приезжали по работе, выполняли свой журналистский долг, работали здесь, а потом вы начали ездить уже и помимо работы, так ведь? Ну, уже можно сказать, что и дети мои здесь потихонечку выросли. Так что, в общем, да, это второй мой дом. Я даже не знаю, что второй, что первый. Тут уже начинаешь немножечко сомневаться. Вот. В целом, я больше себя чувствую сухумским жителем, чем московским в последнее время. Какой вы нам приготовили маршрут сегодня? Я хотел поехать туда, куда давно собирался. Аныху — это за Новым Афоном. С одной стороны, и дорога интересная, с другой стороны, там, говорят, откопали развалины древнего византийского, насколько я понимаю, храма. Хотелось бы посмотреть. Кроме того, там удивительные мосты, которые строили своими руками монахи русские в Новом Афоне. В общем, все это проедем, посмотрим. Посмотрим, как пойдет. С удовольствием мы тоже посмотрим. В путь! Евгений, как я и говорил, мы и коллеги, и давно знакомы. Будем на «ты», наверное. Конечно, на «ты». Да. Это была твоя идея начать с фуникулера? Ну, просто вид прекрасный, и вообще я люблю это место с ним, и в истории Сухума много связано, и приятно подниматься наверх и посмотреть на крышу собственного дома. Красиво, старая улица, старые домики. Просто очень жалко, что вот это место, оно в таком заброшенном состоянии, потому что я тут недавно видел фотографии того, как это было, там, условно, в 50-е, 60-е годы. Да, конечно, это красота фантастическая, и тоже было бы таким местом, куда бы люди собирались. Все-таки Сухум, конечно, очень сильно ограничен в плане возможностей для туристов. Все концентрируются вдоль моря, а самое красивое это наверху. И что архитектура, что виды, что... Я думаю, что со временем, как и все, восстанавливается, и эта часть города тоже будет восстанавливаться, и дорогу там приведут в порядок. Но я вижу, что на самом деле какие-то, конечно, подвижки происходят не так быстро, как хотелось бы, к сожалению. Хотя, казалось бы, дороги – это то, с чего имеет смысл начинать, потому что понятно, что огромное количество проблем. Вот мы можем переключаться на некоторых товарищей, которые перед нами прямо да. Смотри, что творится. Ну ты посмотри. Ну, пропустим. Нет, ну это пожилой человек. Да, и раз уже он уже выехал, надо пропустить. Ну, то есть вы еще не успели даже минуту проехать. Вот такие чудеса на дороге. Я не понимаю, куда люди спешат. Ведь огромное количество людей ничего не делает. То есть я понимаю, когда спешат люди в Москве. И там, если есть возможность поспешить, надо спешить. Да, потому что все остальное время ты стоишь. Здесь ты нигде не стоишь. Куда ты торопишься? Какие проблемы? Вот это для меня самая большая загадка. Здесь, кстати, затор даже в минуту, в две минуты. У людей на это не хватает терпения.
Ну, окей, а деваться некуда. Я смотрю, люди стали покупать машины. Никогда в жизни в Сухуми такого количества машин не было. Сейчас с этими праворуками, маленькими этими пони. Как пошли праворукие недорогие автомобили, все, кто ранее не покупал, как-то им стало, видимо, более доступнее. Огромное количество людей купило праворукие эти автомобили. Проблема в том, что, в принципе, в свое время в России же тоже была проблема с праворукими автомобилями, особенно на Дальнем Востоке. И даже было предложение ввести законодательное поменять движение на Дальнем Востоке, потому что 80% автомобилей было под правой руль. Но это был бы, конечно, уже совсем, с точки зрения даже единства страны, это был бы какой-то абсурд. Ну, в каких-то странах требуют и переустанавливают руль. Но это дополнительные затраты и иногда некоторые дефекты, ну, конечно, никто не может остаются при этом. Этого переноса торпеды. Ну, в общем. Но главное здесь другое. Главное то, что при том, как люди едут. Я удивился вот чему. Ладно, когда девочки садятся за этот правый руль, это понятно. Но когда садятся джигиты местные, а таких стало очень много. Еще тот, который недавно носился на BMW 97 года, у которого колеса отваливались, сейчас он пересел на вот этот правый руль. А ездить он продолжает так, как он ездил на BMW с левым. И поэтому, когда он идет в двойной обгон, в закрытый поворот, на машинке, у которой объем двигателя 1,1, обгоняя по встречке через две сплошные, это уже чревато. Ну, еще страшнее его пассажиру, который сидит там. Да он-то видит, он-то видит. Он все видит, и это может закончиться инфарктом, прежде чем они куда-то еще ударятся. Да, леворульные машины – это еще одна, конечно, проблема, но запретить их тоже нет, запрещать ничего не надо, тем более, что у людей не так много денег, если у них, слава богу, появилась возможность что-то купить, слава богу, ну просто надо, чтобы здравый смысл. Просто один большой недостаток, касающийся безопасности, то есть человек, который за рулем, водитель, не видит в достаточной мере встречное движение. Как раз это представляет самую большую опасность на дороге. А учитывая манеру езды, это двойная опасность. Это двойная опасность. Вот. Хотя, наконец, ну, видишь, вот появилась возможность у девиц покупать. Раньше в основном были девушки за рулем джипов основательно. Да. А теперь я смотрю, студентки идут. Нет, это здорово. Мне рассказывали ребята, которые занимаются торговлей машинами, что обрушился рынок, цены очень сильно просели. И цены на дорогие машины, ну, относительно дорогие, они резко упали. Я с этим столкнулся. Мне нужно было продать. У меня до этого был Mitsubishi Montero, и я не мог его продать. В итоге он ушел за какие-то 110 тысяч рублей. Смешные просто, понимаешь? Ну да, сейчас вот появились японские недорогие, ну, праворульные, но вот по 200, 250, 300 тысяч, поэтому многие их покупают. Я-то просто поездил в свое время в Англии, когда был в командировке, и понял, что да, лучше... на Кипре ездил тоже. Ну, лучше нанять с ума сходишь потихонечку. Да. Там мало того, что правый руль, там же... Движение, да. Левостороннее движение. И все время кажется, что на тебя кто-то едет. Или... Да, когда стаж 20, ну сколько я, 26 лет за рулем, уже невозможно перестроить голову. Трудно, ты с ума сходишь, потихонечку я вот так начинаешь. Недельку я ездил по Кипру, очень сложно. Вот, когда же наконец начнут пропускать на пешеходных переходах людей? Вот это самая главная проблема. Вот бывает на пешеходных не пропускают, а вот где не надо пропускать, вот мы сейчас только что проехали, он пропускал девушку сейчас, из-за этого остановилось, можно сказать, движение. Поскольку там нет пешеходного перехода, другие водители не ожидают, что здесь кого-то пропускают, и как бы ты его подталкиваешь, в принципе, на опасный, в общем-то, переход. Ну, ровно то же самое и на пешеходной, и это главная проблема, потому что появилось достаточно большое количество людей, которые, ну, достаточно цивилизованы, чтобы пропустить человека на пешеходном переходе. Но нет гарантии, что у тебя ты останавливаешься, а нет гарантии, что уже слева не прилетит человек. Включаем аварийки, чтобы еще дополнительно как-то предупредить
тех, кто едет сзади. Хотя, если кто-то остановился, значит, скорее всего, там пешеход. И надо быть повнимательнее, скорее всего, надо будет остановиться тоже. То есть не просто так человек остановился. Ну, это справедливо, но начать надо хотя бы с пешеходных переходов, чтобы все знали, что это святая, как святое. Самое главное переживание у меня здесь, связанное с вождением, связано с личной историей. Приезжает 85-летняя мать. Зачастую приезжает без меня. И я не столько переживаю за ее здоровье, когда уезжаю, оставляю ее здесь дома одну, сколько за ее необходимости ей переходить через Леона, пойти в магазин, купить себе хлеба. Потому что я не уверен в том, что, во-первых, зрение не то уже у человека. Во-вторых, в критической ситуации она не сможет побежать, как здесь бегают. Да? Поэтому вот это самое главное правило. Правило святости пешеходного перехода, оно должно быть обязательно. Потому что, да, если выходит человек на пешеходный переход, надо остановиться, пропустить. Размышлять, что я проеду и ничего я как бы не помешаю, это лишние размышления. Ну, конечно, через запятую так будет думать еще 15 человек сзади, понимаешь? Ну, на то и правило, что ты не думаешь, ты их выполняешь. Но опять-таки, чтобы остановиться на пешеходном переходе, у вас должна быть нормальная скорость движения. По городу там 50, тогда вы можете своевременно остановиться. Красивый мост тоже как достопримечательность. Еще бы здесь еще бы здесь сделать светоиллюминацию красивую сделать. Но было бы неплохо его расширить, конечно, чуть-чуть. Ну, да. А он заузился за счет вот этих бордюров новых. Ну, надо было сделать пешеходную, но по-хорошему можно было бы оставить пешеходную в одну сторону. Не такой здесь поток людей. Я тоже так думаю, но фотографировать любят здесь. И их одна сторона, наверное, тоже не устроит. Они будут перебегать. Не, когда были маленькие, низкие, обычные бордюры, машины проезжали нормально. Эти бордюры пошире и высокие. И поэтому люди боятся их, еще сторонятся. Раньше грузовые автомобили могли бортом чуть заехать там. Сейчас большегрузные машины обычно сверху смотрят, пустой мост, не пустой. Нет, потому что если еще один такой же едет, они разъехаться не могут. Жалко, что не достроили эту объездную дорогу. Конечно, это было бы фантастикой. Причем уже все опоры, я тут ездил на Килосур, посмотрел. Килосурские опоры стоят. Все, в принципе, было готово. Ну, пока трафик такой, что позволяет, но чуть больше автомобилей, и все, будет проблема, конечно. Уже, собственно, проблема, когда в сезон приезжают из России. Самое интересное, что у нас вот зимой, в декабре месяце особенно, интенсивность движения больше, чем летом. Да, я никогда не обращал. Да, потому что очень много поездок возникает. Приготовление к Новому году, там закончить всякие дела там к Новому году. Это замечено. Интенсивность большая становится. Везде плотные потоки в декабре месяце. И по аварийности это тоже по статистике было. Это первый год, когда в декабре не было столько аварий с тяжким исходом. И похоже, это за счет вот этих камер все-таки. Я помню, мы шутили в свое время, когда шла речь о выборах вот, действующего сейчас парламента. Я все знакомым депутатам предлагал в качестве предвыборной кампании, кандидатам тогда в депутат, в качестве предвыборной кампании ввести законопроект о... Вот смотри сейчас, что будет. Вот идет обгон. Смотри, что сейчас будет. А если бы ты не уступил, интересно, он все равно был? Он уже шел, я поэтому и У отъехал. него был разгон, и он не хотел сбрасывать. Ну, хотя бы без нарушений правил. Там была разметка, позволяющая обгон. Но это ты ему уступил. Надо с одной стороны по правилам, с другой стороны по-мужски. Да. Вот. И предлагал ввести в качестве предвыборной кампании законопроект о необходимости светоотражающей краской метить своих черных коров
Это обязательное условие безопасности движения на дорогах Абхазии. Да не только черных. Ну, темных. Потому что действительно нет более. Ну, тут на трассе еще освещено более или менее, ладно. А я помню, что я сам пару раз по дороге в Бабушеры чуть не привез с собой в аэропорт корову на капоте. Это даже в городе бывают коровы. Да, и в том случае, если корова не покрашена, на ней, например, не написано, что ограничение скорости дозволительное на трассе 90 км в час большим знаком светоотражающим, то виновник владелец коровы, а не владелец автомобиля. Шутки шутками, но в принципе надо... После ДТП виновник этого животного несчастного он не появляется. Да? Я думал, что предъявляют водителю еще. Особенно если это в ночное время. И тут уже водителю не предъявишь, в принципе. Я вот всем людям, которые едут сюда отдыхать в Москве, объясняю, что есть несколько вещей, которые стоит учитывать на дороге. Первое, Мы часто тоже в передаче это говорим. Не только коровы. Первое, это не всегда с точки зрения российского водителя адекватное поведение на дороге. В конкретных ситуациях, да, вот то, что мы и говорили, что обгоны через сплошные, в закрытых поворотах, на затяженных спусках и подъемах. У нас когда-то это все тоже было, ты прекрасно это помнишь, но прошло уже 15 лет, как ничего подобного нет в помине, и выросло целое поколение людей, которые просто этого не знают. Ну, медведей учат ездить, не то что людей. То есть дисциплинировали со временем. Я же тоже помню, я вот за 15 лет, что я работал тогда в Москве, в Останкино. Ну, я каждый год ездил на автомобиле летом сюда, потом в конце уже начал и зимой ездить. Я видел, как и на трассе все постепенно менялось. Там все больше стало камер, все с каждым временем больше, строже. И уже вот так вот летать, как в былые времена, там поймали, заплатил, уже такие вещи стали не проходить. Это дисциплинирует. Но я тебе должен сказать еще одну очень важную вещь. Знаешь, с чего началось повышение культуры вождения в России? Не с ужесточения правил, хотя это очень важно и все понятно, а с того момента, как люди стали друг друга благодарить и на дороге вообще стали пользоваться световыми приборами в качестве помощи, поддержки, благодарности. Да? На трассе это было очень заметно. Тебя отблагодарили, приятно. Да. И не только это. Помощь на трассе, когда тебе идущая впереди фура стала показывать, можешь ты обгонять или не можешь ты погонять. Это все очень важно, потому что это вызывает взаимную культуру, желание точно так же помочь, а потом, как следствие, вызывает и желание как-то по-другому ездить. Вот наши соседи в Сочи, там плотность движения, естественно, выше, больше автомобилей на дорогах. И они вынуждены тоже, они тоже так поступают. То есть ты выезжаешь на главную дорогу со второстепенной, всем уступаешь, но это же не может быть до бесконечности. Кто-то останавливается и предлагает выехать. Ну, то есть взаимовежливость. Да, конечно. Нет, это еще осталось со времен бардака на дорогах, когда поскольку не уступишь ты, также не уступит тебе, да. Стоять там, пока этот поток, никогда он не закончится. Сколько можно стоять, уступать, выезжая на главную. То есть кто-то должен уступить. В Москве работает это правило 1 через 1, понимаешь? И оно работает негласно совершенно. Да. Мама меня все время спрашивает, я когда еду, звоню ей из Псову, говорю, мама, я пересек границу, еду. Она говорит, хорошо, сынок, ты доедешь до дома, позвони, что все нормально, ты добрался. Проходит, она как считает, проходит ровно 45-50 минут, она мне звонит, говорит, сынок, я не мешаю тебе рулить? Я говорю, да нет, не особенно. Ты скажи мне, ты проехал тещин язык? Я говорю, а что ты так переживаешь? Слушай, тещин язык еще с 59-го года, самое опасное место на дороге. Я говорю, тогда не звони, может быть, я как раз на тещином языке. И несмотря на все это, Женя, ты решил здесь жить, несмотря на безобразие на дорогах Абхазии. Что значит, не только несмотря, в целом... Когда жизнь становится очень упорядоченной, это тоже неплохо. То есть это не тоже хорошо, не очень хорошо, понимаешь? Слишком много ограничений. Слишком много огранений. Усложняют тоже жизнь.
давит дополнительно, понимаешь? Но выбор был сделан не исходя из поисков свободы или чего-то еще. Нет, я просто очень люблю Абхазию. У меня масса здесь друзей. Я себя здесь чувствую на месте и вообще... Несмотря на то, что Абхазия маленькая, здесь вот как-то ощущаются просторы, да, вот свободнее. Просторы ощущаются только тогда, когда у тебя такая машина. Я начинал с Рено Лагуна на низком профиле, со всеми понтами, со всеми делами. Тонировано еще тогда было можно. Но у меня каждая поездка в Кинге на источник заканчивалась на Кадорском этом шиномонтаже. Потому что, тогда еще, сейчас, слава богу, сделали дорогу до источника, а тогда это был кошмар. Ты понимаешь, что твоя Абхазия ограничена Приморской трассой. Все, по сути... Все время думать, зацепишь брюхо, не зацепишь. 50 метров в сторону ты уже не знаешь, что с тобой будет. Да? А здесь этот автомобиль открывает возможность увидеть Абхазию так, как ее многие просто и не видели никогда. Ну, ты себе сейчас вот выбрал автомобиль, чтобы ездить вообще без ограничений. Ограничения есть всегда. И я это проверил на собственной шкуре, как бы. Вопрос в том, как ты сам себе... Автомобиль не имеет ограничений, проверено. Как в старой поговорке русской: чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. Точно, да. И уже пару раз мне случалось бегать. Вот. Цибельда для меня, конечно, манящее направление. Вообще, это кадорская история. Вот. Ограничения не по возможностям машины, ограничения по незнанию дорог, вернее, даже не дорог, а направлений. Первое. И второе, все-таки еще во многих местах лучше быть с кем-то, кто разбирается, в ситуации. И не только. Это вот Каманское направление, скажем, горы. Масса мест, где не разминировано еще просто. И ты никогда не знаешь, куда ты лезешь. Вот. Потому что указатели хилоутрастовские, они, конечно, не добавляют. С одной стороны, уверенности, да, потому что ты не знаешь, во-первых, понятно, да, сколько им лет этим указателям. Где-то он есть, где-то его нет, где-то он свалился, где-то его там что-то сбили. А в некоторых местах просто очевидно, никто даже и не появлялся. Вот. А это Глумское направление, там чего только нет. Ну да, если там нет следов каких-то автомобилей, там машин, тракторов, то, конечно... Поэтому я тебе говорю, что ограничения только внутренние. Это уж на что хватит дури, что называется. Да? Вот. А так машина себя показывает великолепно, просто потрясающе. Да? Все-таки она прошла 300... Как правильно называется модель? Cruiser? 80-й. 80-й, просто, вы называете коротышка, да, это, наверное, да, или как? Я не знаю, я просто не знаю, как это называется. Трехдверный. Он трехдверный, укороченный, на специально усиленной подвеске, с днищем, защитным днищем, которое еще и прокрашено специально. Мы готовили машину, специально готовили для гор. Вот. И она себя очень правильно показала. Да, машинка, в общем, подготовлена. Эта машина позволяет посмотреть на абхазскую реальность свысока. В общем, для бездорожья самое то. Это вот то, что она короткая, это еще как бы увеличивает ее проходимость. Проходимость, да, только прыгучая она становится очень. Я помню, у меня поехали дети сзади, и, в общем, им надо было бы шлемы надевать, конечно, потому что там скачешь. Они бились головой об крышу. С восторгом, надо сказать. Сегодня у нас особо испытать ее там возможности не будет, по-моему. Да, это не то направление. Нет, там будет пару мест, когда будем подниматься к этому самому, к разрушенному храму, к руинам. Я хотел, чтобы мы с тобой съездили там куда-нибудь, где сейчас еще снега лежат, но это... Это с огромным удовольствием. Давай в следующий раз, да, и поедем. Тут надо не на один день. Я боюсь. Сегодня больше экспромт у нас такой, не очень подготовленный. В общем, движение на наших дорогах, Женя, считаешь довольно-таки опасным. Оно
таковым и является. В общем. Ну да, для человека, который не привык и не знает специфики, оно не просто довольно-таки, оно просто опасно. Вот. И об этом имеет смысл, конечно, предупреждать приезжающих в республику, что есть нюансы, которые объективные, а есть субъективные нюансы. Объективно это коровы, субъективно это водители. Тут Но они могут просто испугаться и не приехать. Если заранее уже это... ну, если кого-то это останавливает, лучше пускай не едут, летят самолетом и это Ну, вообще какие-то брошюрки там иногда и на границе распространяют с этими вот особенностями, с которыми им придется здесь повстречаться. Но не всегда. Ну, там, в принципе, все читаем в интернете, там этого тоже хватает. Можно... Нет, безусловно, информацию. ничего нет, ничего страшного. Конечно, ну просто Ну, надо, чтобы люди непривычно были человек, готовы. да, Вот, он не готов. Даже он один раз прочтет, это как бы не сильно может помочь на самом деле. Ну, в общем, пока, конечно, Да. сам не столкнешься. пока сам раз-два не столкнешься. Ну да, ну вот мы съехали с трассы и поднимаемся вокруг Афонской горы. И здесь великолепный пример того, как когда-то делали дороги. Вот там, где осталась старая монашеская брусчатка, которой 150 лет, все это еще вполне да. проездное. Сохранилось удивительно. А там, где куски были содраны и поставили асфальт, вот, пожалуйста, ни асфальта, ни дороги. Как-то же монахи 150 лет тому назад умудрялись камушками выкладывать дорогу, ручками, так что она 150 лет проезжая. Ну да, она там все-таки и вода там протекает, и в отличие от асфальта она и экологичная. То есть асфальт все-таки для экологии. Я думаю, что тут есть еще одно рациональное объяснение. Монахи никогда не были заинтересованы в том, Схалтурить, да? чтобы что-то с этого асфальта поиметь. Вот. А это сказочной красоты места, вот это вот ущелье, оно, конечно, невероятно. Очень много вот таких маршрутов, куда местные даже вот, ну, не ездят, не попадают. Да, здесь есть село Анхуа, да, вот Да. в это село я однажды ездил, это было очень давно. Я помню, что там есть какой-то мост, не очень такой. Там несколько мостов, Безопасный. череда мостов. О-о! Вот тут уже летят булыжники. Вот это да. Вот это да. Все. Я надеюсь, одного булыжника нам там не оставили. А вот так вот получить по компулу. Я один раз так в Гаграх чуть не выхватил по крыше. И вот когда вдоль соснового обрыва этого едешь, Там, да, не застрахован. Если что-то отваливается, то вот ты попал. И на Рице тоже. да, на Рице я видел лавину один раз, слава богу, ну, не попал, Это но... вот, недавно было. Да. Ну, впечатляет. Там, когда морозы, потом они отогреваются на солнышке, и вот выпадают эти булыжники. Вот очень опасно. Хоть там работники, обслуживающие эту дорогу, ходят, смотрят, если там где-то что-то упало. Все потащило уже, так что ты увидишь? Ну, они, если там что-то опасное увидят, вот один упал, допустим, камень, потом смотрят, что там вокруг еще есть опасные какие-нибудь. Где-то они сделали стены небольшие, вот, защитные. Ну, конечно, Рица в лучшем состоянии, чем что бы то ни было, и слава богу, но вот если бы когда-нибудь сделали Кадорское ущелье так, как сделано Рицинское, это была бы мечта. Конечно, нужно оставлять какие-то места дикие, ну, то есть для того, чтобы... Да. Но просто ужас в том, что 60-70% республики и всей красоты, в Сами общем, не недоступны ни для кого. Здесь когда-то отсюда начинался горный полупешеходный, полуконный путь в сторону Псху и за перевал. Я тут недавно Мы читал. можем далеко поехать. Ну, на это попробую. Читал барона Тарнау, который был первый русский разведчик здесь Давай, в 30-е годы.
Вот он как раз описывал маршрут отсюда. Да, вот домики как стоят, да, вот. Удивительной красоты. А там город пещерный в скале. И там удивительные вещи совершенно. Там наскальные рисунки от доисторических времен до средневековья. Наверняка здесь можно проехать на любом автомобиле, но все-таки... Да. Здесь, да, люди в село-то ездят на своих малолитражках, но я не знаю, ну, тихонечко так можно проехать. сколько эти малолитражки живут. Здесь проблема, когда начинаются дожди, вот тогда тут сложно. Во-первых, потому что осыпи, вот, и падают иногда большие пульники, ну, собственно, мы видели, вот, а во-вторых, очень скользкие подъемы становятся. Под нами сейчас метров Пропасть. метров 200, 250. Конечно. Ошибок здесь не должно быть, конечно. Здесь она сейчас запишет пропасть. Прямо под нами. Красотища, конечно, невероятно. Вот, и все это монашескими ручками когда-то было сделано. Без ничего. Ты представляешь, вот вырубать вот это вот в горах. Ну да, это вот все камень, скалы. Как это? Наверное, взрывали все-таки. Ну, конечно, наверное, что-то. Но потом это все стаскиваете. А главное, сейчас увидишь мосты, которые они строили. И это, конечно, чудо инженерного искусства. Очень высоко и очень красиво внизу. Родные жующие полицейские. Смотри, какой красавец. Ну куда ты, милая? Я ж не проеду. Давай. Вот так. Ну, куда она? Да, они Прям... чудеса эквилибристики вытворяют. Если испугалась. На селе коровы культурные. Говорят, что хуже коров... На трассе они... Хуже коров только лошади. Вот всех предупреждают. Я помню, когда первый раз за рулем приехал сюда, меня предупреждали: не так бойся коров, как лошадей. Лошади, да. Они произвольно меняют направление. Особенно ночью они вот от цвета у них непредсказуемые вообще. Она может и налететь, и все, что хочешь. А здесь был сплошной самшит, но все это, к сожалению... Высохло, да, у нас? Все это, к сожалению, высохло. Мне кажется, осталось чуть-чуть. Вот в Кадырском ущелье совсем немного, и на Рице. Так, по-моему, все погибло. Жалко, они так очень долго растут же. Да, я, знаешь, что понять не могу. Это же очень ценная порода дерева. И почему ее не использовать, не порезать, не что-то как-то... Что он уже не восстановится, это же... Да, но видно. Ну, то есть, вот... может быть, вырастет новый, но старые-то стволы уже... Ну, да. Вон скит. И Иоанна Крестителя. Та часть монастыря, которая выносится для отшельников. Это в свое время монахи, особенно когда такой огромный монастырь, как Новоафонский, где все время полно людей, где работы какие-то, это пристань, там, паломники, что-то. Монашеская жизнь настоящая подразумевает уединение. И специально строили в малодоступных местах для монахов такие вот скиты,
в которых они могли уединяться и от мира уходить, потому что иначе какой смысл в монашестве, если у тебя все время тетки в юбках там Ну да. ходят, и какие-то торгаши что-то продают, и... но какого качества здания, сейчас увидишь, было. То есть капитальное такое. Да, как мосты. В общем, для туристов очень даже интересный маршрут. Конечно, и сейчас мы можем, не знаю, можем подъехать к скиту, можем уйти, тут развилка будет, сейчас пойдет дорога одна направо к скиту, и он будет виден здесь на горошке, а налево пойдет вот к этому раскопанному древнему храму. Как правило, наша передача или про безопасность, или какой-нибудь маршрут туристический. Очень красиво, правда. Очень красиво, это одна из древнейших дорог, существовавших еще там, я не знаю, с незапамятных времен, в начале нашей эры, только они начали его пробивать. Передача наша сюда не добиралась, так что ты приоткрыл нам завесу. Молодец. Вон он стоит, видишь? Вон. Тут дорога даже вот бетонка, указатели, кстати, по международному стандарту Да. сделаны. Они делают все как положено, как по международным правилам указания на исторические достопримечательности. И главное, что наконец сделали эти указатели, потому что в половину мест в Абхазии попасть невозможно, ты что просто не Нет. знаешь, куда ехать. Дорога такая довольно-таки экстремальная тоже, красивая. В общем, я вообще не жалею, что мы поехали по этому маршруту. От души. Гукало псы. Спасибо. Да. О, уже так глубокое изучение абхазского языка На- чувствуется. Так сказать, коренном уровне. Надо было на абхазском нам записать передачу. Подъемчик крутой. Ого! Женя, мы ехали по твоему маршруту, добрались до конечной точки. Вот мы добрались до села Анхуа. Мы находимся фактически, наверное, в центре села. И вид отсюда великолепный. В принципе, было много точек по пути, где вид очень красивый. И вот домики на склоне. Это вот основание храма, то, что от храма осталось, Святого Георгия. Да, это Святого Георгия. средневековый храм. По-моему, 10-11 век. Десятый. Спасибо вам за то, что поехали со мной. Это одно из самых красивых мест, как мне кажется, доступных красивых мест. Недалеко от трассы. Всего каких-то полчаса, это совершенно в другом мире, в другой Абхазии, в другом воздухе, в другом окружении, с ощущением благодати от Бога и плотной каменистой почвы под ногами. Наша передача подошла к концу. Всем счастливого пути!